И накануне своего юбилея актриса Джамал Сейдакматова в любимой среде в театре «Тунгуч». Эту студию для начинающих актеров она открыла еще в конце прошлого века. Поэтому даже личный праздник не отвлечет ее от любимого детища. Может, дома меня дети мои, внуки мои поздравить там. Ну, поздравления приму, скажу спасибо, а так что-то специально для этого дня не буду делать, потому что для меня уже были праздники. 80-летие там на Иссыкуле, вчера орден награждения было. И скоро 23-го еду уж на фестиваль Артурдо, международный фестиваль. А потом 11 числа будет официальное чествование в кинотеатре «Манас», где будет показано впервые, еще не показанный мой фильм, где я играю большую роль Раева «День последний». Одна из первых красавиц советской эпохи успевала и детей воспитывать, и заниматься своим профессиональным творчеством. На сцене театра Джамал Сейдакматова играла великих женщин. Это Каныкей, Найман Эне. А на этих кадрах народная артистка страны в роли Курманжан Датки лента вышла в прокат 5 лет назад. Последние роли мои, они мне почему-то ближе, потому что, все проходит, все забывается. Были очень большие роли, были такие тяжелые роли. Но в последнее время, то, что я делаю здесь, в театре, то, что я снимаю здесь, в кыргызском кино, мне они дороги очень. Все, что было пережито, рассказывает Джамал Сейдакматова, проносится перед глазами, как кадры из фильма, где только она не побывала на гастролях. И со своим театром, и в составе труппы Кыргызского драматического. Южная Америка, Европа, Россия, Китай. За 34 года работы в театре и почти столько же в кино их артистка называет своим вторым домом. Мой родной дом там, где мои дети, внуки, где мой супруг. А второй дом – это театр. К стыду моему. Я бываю меньше в своем доме, больше в втором доме. Потому что я не только здесь работаю, я с ним уезжаю на гастроли. Страны, в которой свою карьеру начинала Джамал Сейдакматова, уж давно нет. Нет той цензуры, нет пропаганды. Однако, говорит артистка, то кыргызское чудо. Так никто больше и не снимает. А ведь в те времена и о деньгах не думали, а на каждой постановке залы были полными. Театр, говорит юбилярша, очищает душу человека, стирает напрочь отрицательные эмоции. Именно с подмостков театров молодому поколению твердят «не убей, не укради», как в священных текстах. Артистка мечтает, что когда-нибудь народ вновь повернется к искусству лицом, и его никто не будет к этому принуждать. Граждане будут, как в западных странах, ценить живую игру, с нетерпением ждать премьер и стараться урвать билетик, стоя в очередях. Хотелось бы этого. Хотелось бы, чтобы наши театры каждый день по вечерам были полным-полно, чтобы у народа были свои кумиры театральные. Анастасия Соболева, Урмат Мамбеталиев, НТС.